Они вышивают крестиком, вяжут крючком, пишут картины и плетут корзины. Выставку работ активных пенсионеров республики изучают заместители председателя Госсовета. Марат Ахметов отмечает, такую красоту могут сделать только люди с красивой душой. Стамесками и ножом вырезаешь. Все. Рисунок, фантазия. Евгений Рыбин работал испытателем радиоэлектроники. На пенсию вышел под 70 лет и всерьез занялся давним хобби. В свое время учился резьбе по дереву. Сейчас создает шкатулки, фигурки символов года и необычные трости. Там на работе у кого ноги болели, кому с русалкой. Вот с русалкой я сделал там. У нее фонарик, нажимаешь и светится. Вот. И нажимаешь на кнопку, ножик для грибов. Ну вот это вот я сделал себе. Я увидел этого Федора Шаляпина. Картина этого, я уж забыл, чья. Он с такой тросточкой там стоял, думаю, надо тоже сделать. Здесь и победители всероссийских и республиканских конкурсов. Лидия Саховская на спартакиаде пенсионеров в Тольятти стала третьей в легкой атлетике. Я уже давно занимаюсь бегом. В клубе любителей бега «Мотор» у нас такой есть. А так я еще занимаюсь и теннисом, и плаванием, и дартсом. В общем, всем. Павел Миронов из Менделеевска – один из победителей чемпионата по компьютерному многоборью. Бывший учитель математики на «ты» с компьютером и смартфоном. Новости смотрю. Если что-то нужно найти, значит, в поисковиках работаю. Товары заказываю в интернете. Ну что еще? Электронная почта. Ну и это тоже есть. Как же без этого? Творческие и энергичные сегодня не только в зале, но и на сцене. Самым активным пенсионерам вручили государственные награды за вклад в развитие республики. С Днем пожилых поздравил Марат Ахметов. Ваш опыт и пример как никогда актуальны, и сейчас важна преемственность поколений, отметил он. Поколение пожилых людей нашего сегодняшнего времени – это люди военных лет детства. В лице них мы видим вот, героев и образа самоотверженности, образа вот именно высокой прочности, сверхгосударственного подхода, патриотизма. Сегодня это как раз нам особо важно, когда страна переживает особый период именно в части сохранения своей государственности, целостности. С 1 по 10 октября в Татарстане декада пожилых. В эти дни пенсионерам окажут особое внимание. Учреждения культуры сегодня проводят в рамках декады различные культурные мероприятия, клубные занятия по интересам в ДК. Затем все, что касается спорта, это и посещение спортивных соревнований. По линии Министерства юстиции организовано оказание бесплатной юридической помощи. В каждом районе, помимо этого, определены телефоны горячей линии, куда пожилые люди либо их родственники могут обратиться в случае, если, допустим, пожилому нужен какой-то уход. На активное долголетие в Татарстане направлены множество программ и проектов. Это диспансеризация сельских пенсионеров, обучение родственников уходу за пожилыми, университет третьего возраста, где пенсионеры могут освоить 19 специальностей, фестиваль самодеятельности «Балкыш». Сейчас в республике 914 тысяч пожилых. Это каждый четвертый татарстанец. Лена Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.